Члены Общественной палаты Коми и представители различных некоммерческих организаций обсудили поправки в федеральный закон о рекламе алкогольной продукции. Речь, в частности, идет об изменениях для производителей пенных напитков. Одно из ключевых – это трансляция рекламы пива с 23 до 7 часов. Разрешить использовать в рекламе алкогольной продукции образы людей, за исключением совершеннолетних, и животных. Разрешить рекламу пива в печатных продукциях. Отметим, ранее такая реклама была разрешена ночью во время трансляции спортивных мероприятий. Послабление ввели в июле 2014-го, в том числе для того, чтобы провести чемпионат мира по футболу. А с 1 января срок действия закончился. Теперь его и предлагается продлить. Некоторые общественники посчитали это возможным, тем более, что рекламу в ночное время видит очень ограниченное число людей. Скажите, пожалуйста, вы много видели рекламы пива? Вот за эти годы. Вы как считаете? Ее практически сейчас не было видно. Потому что, подождите, да, можно я? Потому что она шла в определенное время. Она шла в ночное время и размещалась только на спортивных соревнованиях. Больше нигде. Впрочем, сторонники продления послабления оговорились. Они против дополнительных преференций, то есть рекламы пива в печатных изданиях и ночами на телевидении и радио. Нашлись и те, кто предложил вовсе отказаться от пропаганды пенного напитка. Причина – рост потребления этого продукта и числа тех, кто страдает именно пивным алкоголизмом. В доме-интернате Католикова, может, кому-то не часто приходится бывать, я там бываю довольно часто. И если кто не знает, то 90% детей, кто там содержится, это дети, у которых родители пьют. И социальные сироты. Ну, да, вообще практически все сироты у нас социальные. Поэтому для меня это безусловное зло. И любой аванс, любой реверанс с любыми оговорками в сторону зла, это тоже зло. В итоге общественники не поддержали изменения в закон и предложили сохранить полный запрет на рекламу пива в спортивных трансляциях. Свое решение они донесут до коллег из Общественной палаты России. Именно она аккумулирует мнение и 18 февраля проведет итоговое обсуждение пивных поправок.